вечер, республика! В эфире детские новости. Новости для самых маленьких и любопытных телезрителей. В студии для вас работаем мы, Абдулмалик Мадаев и Хадижа Акаева. Дорогие друзья, в этом выпуске программы Аль-Эмин и Турпал Али Бетельгереевы расскажут о том, как правильно проводить каникулы. Подробности вы узнаете в нашем сюжете. А те, кто не прочь узнать, что происходит за кадром во время съемок детских телепрограмм, смогут понаблюдать за этим увлекательным процессом в нашем выпуске. Мы посетили съемочную площадку программы «Береш, Береш, Киги Береш». На это стоит посмотреть. Кто придумал каникулы и зачем они нужны? На эти и другие вопросы нам ответят наши маленькие эксперты в одноименной рубрике. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Сейчас время осенних каникул. Детей все чаще и чаще можно встретить в торгово-развлекательных центрах, парках, а также на стадионах. И сейчас ребята играют за моей спиной. И самое главное, что они не теряют времени зря и стараются приобретать новые навыки. В конце октября, когда все окончательно вошли в школьный ритм, как-то неожиданно наступают осенние каникулы. Кто-то целыми днями гуляет в парке, кто-то ходит на экскурсии с классом, а кто-то вообще дома на диване, в лучшем случае с книгой. Однако есть и те, кто посвящает свое время спорту, например, играя в футбол, как это делают Аль-Эмин и Турпал Али Бетельгереевы. Ребята тренируются тут уже целый год. Они решили связать свою жизнь со спортом. Говорят, что не видят себя вне футбола. И нет ничего удивительного в том, что каникулы мальчишек проходят на этом поле. В свободное время я играю с братьями в футбол. Мне футбол очень нравится. Каникулы – это время отдыха и игр. Я люблю играть в футбол. Моя мечта вырасти и стать футболистом. Также мне нравится учиться и помогать моему дедушке и бабушке, потому что я их очень люблю. Мальчики учатся в 1 и 3 классах. Оба отличники проявили себя как прилежные ученики. И это говорит о том, что любимое занятие спорт никак не мешает учебе, а наоборот учит дисциплине. Ребята очень целеустремленные, и мы желаем им успехов. И, конечно, во время каникул дети могут посещать торгово-развлекательные центры, не думая об уроках и прочих школьных делах. И мы убедились в этом лично. Игровые автоматы, детские машинки, кинотеатры. Тут есть чем развлечься. Эх, все-таки здорово на каникулах. Лежишь на диване, ничего не делаешь, а если и делаешь, то только то, что нравится тебе. И самое главное, что не надо рано ложиться и, соответственно, рано вставать. Ты-то, может, и не делаешь ничего, но герой нашего следующего сюжета точно не бездельничает. У чему-то есть чем заняться даже на каникулах. Танцы, вокал, школа, телевидение. И как все успеть? Успеешь, если научишься правильно распределять время. Ну а как это делать, узнаешь из нашего сюжета. Ребята из программы «Береш, Береш, Киги Береш» знают, как нужно работать в кадре. Легко импровизируют, не боятся камеры. А если говорить о коллективе, то ребята очень дружны. Наверное, именно поэтому Линда сразу нашла общий язык с соведущими. Что мне нравится в этих детях? Они не комплексуют, они свободно ведут себя на камеру. Если им что-то интересно, даже когда мы приглашаем гостя в студию, когда им что-то интересно, они не теряются, задают вопросы. Вообще, они у меня молодцы. Дорогие друзья, давайте понаблюдаем за съемками детской телепрограммы «Береш, Береш, Киги Береш». Сейчас за моей спиной полным ходом идет репетиция. Как я уже говорила ранее, если научиться распределять свое время, иными словами составлять график, то можно успеть все. Такого же мнения придерживается и герой нашего сюжета Абубакар.
Я еще занимаюсь вокалом в детской студии «Ахсан», хожу в танцевальное, учу арабский язык. Но мне это все не тяжело, потому что мне нравится моя работа. Я очень хорошо помню свой первый съемочный день. Помню, что очень волновался, боялся камер. Воспитанию Абубакара Луиза уделяет немало времени. Он, к слову, не единственный ребенок в семье. Есть дети и постарше, и всеми ими она занималась в равной степени. Да, мне приходится много времени уделять сыну. Утром мы бываем на записи «Береш, береш, гибереш». А после обеда мы бываем на репетициях до 6 вечера. В будущем он хочет работать в СМИ. Мы с нашими маленькими телезрителями надеемся, что у Бакара все и в дальнейшем будет получаться. Желаем ему творческих успехов. А мы продолжаем. Абдулмалик, а ты знаешь, кто придумал каникулы? Нет, но уверен, что наши маленькие эксперты знают ответ на этот вопрос. Дорогие друзья, передаем слово ребятам. Что такое каникулы? Это когда можно оставаться дома. Это когда остаешься дома. Каникулы – это когда можно отдыхать дома. Это выходные. Почему каникулы бывают 4 раза в году? Кто-то 4 раза устают. Потому что 4 времени года. Я так думаю, что так должно быть. Кто придумал каникулы? Школьники. Воспитатель. Директор школы. Я так думаю, что так сказали родители. Директор школы. Почему в школе бывают каникулы, а в садике нет? Потому что в садике здорово. Потому что в школе устают, а в садике надо подготавливаться в школу. Потому что подготовиться в школу. Потому что в школе устаешь. Почему дядя Федор из мультфильма «Простоквашино» хотел проводить все свои каникулы в деревне? Потому что там красиво. Не знаю. Он там давно не был. Потому что свежим воздухом подышать хотел. Потому что в деревне красиво. Дорогие друзья, время нашего эфира подошло к концу. Улыбайтесь и радуйтесь жизни, а мы с вами встретимся вновь уже на следующей неделе. Всего доброго! Надо бежать, а не то уже каникулы закончатся.